Молодежь общественно-культурного центра «Славяне» поздравляет всех с 75-летием Великой Победы. Память о Великой Отечественной войне останется в наших сердцах навсегда. Мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с войны, кто воевал на полях сражения, трудился в тылу и ковал победу. Мы выражаем вам самую огромную благодарность за ваши подвиги, героизм и веру. Желаем крепкого здоровья на долгие годы и мирного, ясного неба над головой. Ведь вы поистине знаете его цену. Я Мамедов Эмир. Это мой прадедушка Щербаков Николай Дмитриевич. Он воевал во время Великой Отечественной войны. У него есть ордена и медали. Он был пулеметчиком. Очень жаль, что мы не встретились с ним при жизни. Приближается праздник – 75 лет победы Великой Отечественной войны. Я вам расскажу о Тырнове Иване Игнатьевиче, который в первые дни войны вместе с братьями отправились на фронт. Был награжден медалями за боевые заслуги, двое его братьев не вернулись с войны, а Иван Игнатьевич встретил свою победу в Одессе. Наш прадед Сертищев Василий Михайлович родился в 1924 году. Воевал, форсировал реку Одер. Было ранение, пришел в Берлин, расписывался на Рейхстаге. Умер в 1973 году. Мы очень гордимся нашим прадедом. В этот славный день Победы я хочу вам пожелать великий подвиг наших дедов никогда не забывать. Пусть не льются слезы больше от погибших сыновей. Стороной ходят грозы, вечный мир быть данный нам. Пусть гордо реет над страной победы славной знамя, и в небе мирном высоком сияет солнце пламя. Героев подвиг мировой всегда мы будем помнить. Благодарим их за покой и мир, в каком сейчас живем мы. В июне 1941 года из города Горького Максим Афанасьевич ушел защищать Родину. В письмах с фронта сообщал, что ведутся ожесточенные кровопролитные бои северо-западного Сталинграда. Был контужен. С победой раненый вернулся домой. Был награжден медалями за боевые подвиги. Дмитрий Алексеевич – это мой прапрадед, отец моей прабабушки Алексеевой Валентины Дмитриевны. Из ее рассказов я знаю о нем немногое, потому что он не любил рассказывать про войну. Он говорил, что не дай бог нам такое увидеть и почувствовать. Родился в 1905 году. С начала войны был призван на фронт в саперные войска, освобождал Польшу и Украину и закончил войну в Берлине. В августе 1945 года приехал с войны в город Кызылорда. Был награжден медалью за отвагу. После войны работал в вагонном депо. Был очень общительный, трудолюбивый и хороший семьянин. Любил петь. Я горжусь своим прадедом. Спасибо за победу. За меня, за нас, за тишину. С Днем Победы, с теплым маем, от души вас поздравляем. Всем желаем в мире жить, чистым небом дорожить. Николаева Анастасия Афанасьевна, 1921 года рождения. Была призвана в армию в 1942 году. Сначала служила связисткой, потом в противовоздушной обороне. Была в обороне Сталинграда, освобождала Румынию и Украину. Это фотография моего прадедушки Доценко Василия Максимовича. В 1926 году он родился. В 17 лет пошел добровольцем на фронт. Служил там разведчиком. Имеет медали за отвагу и еще много разных медалей. Он воевал на Восточном фронте с японцами. Это моя прабабушка, мама моего дедушки, Щербакова Вера Павловна. Во время войны она работала в депо, помогала фронту. Мой прадедушка, когда в паре любовниц был награжден медалью за боевые заслуги. Каждый год мы ходим на вечный огонь, чтобы посетить память. Я помню о заслугах моего деда. Спасибо деду за победу. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда.
помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны, хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет, помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните, к мерцающим звездам ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но о тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Идет сорвав забвение тишину, проходит вечность пол бессмертной строя, идет опять сражаться за страну. Погибших души с нашими сливаясь, волной стихаю прямо в облака, в своих потоках снова возрождаясь, течет река бессмертного полка.